ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10 утра. Администрация. Брифинг о последствиях грозы 5 июля. Сильнейший ливень обрушился на город в середине дня, и хляби небесные разверзались вплоть до вечера. Последний раз катаклизм подобной силы случался в Ухте в 2006 году. Потоки воды застали врасплох пешеходов и даже автомобилистов, машины которых глохли в неожиданно образовавшихся морях посреди улиц. Сразу хочу подчеркнуть, что штормового предупреждения о данном неблагоприятном погодном условии в адрес администрации города, ЕДДС Могилка, от МЧС России, от Гидромедцентра Республики Коми не поступало. Поэтому случившееся явилось также для нас неожиданностью, и реагирование происходило буквально с колес. Не было по данным Гидромедцентра Ухты. У нас за вчерашний день по аэропорту, я подчеркиваю, по аэропорту выпало у нас 21 миллиметр осадков при ежемесячной норме июльской 64 миллиметра. То есть в аэропорту у нас выпала треть месячной нормы осадков. По оценкам Гидромедцентра Республики Коми, они замеры конкретно по Ухте не делают, и, к сожалению, пока у нас цифры нет, то по их визуальной оценке в городе Ухта выпало порядка 50 миллиметров. То есть за вчерашний час мы имеем выпадение практически месячной нормы осадков. Ухта-водоканал дополняет, за сутки на город поступило 26 тысяч кубометров питьевой воды. В это же время насосная станция перекачала на очистные сооружения около 42 тысяч кубометров. Система справилась, но было непросто. В городе основная работа упала на коммунальные службы. Управление ЖКХ зафиксировало 4 обращения по затоплениям квартир и еще некоторое число по прорыву труб и затоплению шахты лифта. Спецавтодор вплотную работал на улицах. Самыми проблемными стали перекресток Ленина-Космонавтов, Оплеснина, Юбилейная, проезды Дружбы и Строителей. Все жалобы устранены, кроме одной. То есть это еще по светофору Космонавтов, набережных Газовиков, Шудек, Заболотный. На данный момент работы по его ремонту этого светофорного объекта ведутся, и он будет включен к концу рабочего дня. Также вчера у нас произошел случай по обвалу грунта у ПТУ-30. То есть повредило ограждение, то есть резкий обвал грунта, засыпала тротуарную дорожку железобетонных плит. То есть мы отреагировали тоже сразу в этот же день, то есть до 5 часов вечера этот грунт был убран с тротуара, ограждение на данный момент отремонтировано уже. Спецавтодор также вывел эвакуатор, который бесплатно готов был отбуксировать машины по назначению. Правда, желающих было мало, всего одна машина. В целом, город пережил грозу без больших последствий. Деревья, кроме одного, не ломались. Вода по ливневке уходила до приемлемых пределов за несколько часов. На утро 6 июля остался один проблемный адрес с подтоплением по улице Вокзальной. В ближайшие дни дожди тоже обещают. Поступило штормовое предупреждение на 6 июля до 22 часов.